Ассаламу алейкум. Это я, Давлет Ахалбеков. Я обращаюсь Анна Невской по Ютубу, а в жизни Анна Бычковой из Караганды. Это ты написала в Ютубе, что, мол, после снятия памятника Ленину, что Ленин дал нам образование. И Ленин дал нам путевки бесплатные школы, туда-сюда. Ленин никогда не был в Казахстане, ему было пофиг за Казахстан. Он, наоборот, геноцидил, уничтожал казахов. У нас до революции было образование. Практически во всех аулах было муллы. Где мулла, там обязательно образование было. И мы мусульмане. И Россию защищали наши предки, казахи, в 1819 году и 1941 году. И мы в 1812 году погнали французов до Франции, а в 40-х годах до Берлина. И ни один русский не доказан, что он воевал. За месяц войны 3,5 миллиона. За месяц войны в 1941 году с 22 июня по 1 августа было 3,5 миллиона русских только пленных. И они на 100% служили на вермахту. Это только за месяц. А за 3-4 года сколько было? Насколько я знаю, 16 миллионов. Так что не надо здесь говорить, что вы нам что-то делали. Это мы строили после Второй мировой войны Москву, Ленинград, Волгоград, Воронеж. Что, забыли, да? И сейчас в данный момент узбеки, таджики, киргизы строят Москву или в Россию. И они могут 100%, как и вы говорите, вот мы, если бы не мы, это не было построено Москва или там Воронеж, или там Новосибирск, стадионы разные. Это строили таджики, узбеки. А вы, как пропили Советский Союз, так и пропиваете Китаю свою Россию. Если не нравится, чемодан, вокзал и свою Россию. Не надо нас учить, как жить и как мы жили. И нам лицо говорит, что нам дали образование. Это вам дал Ленин насильно, бия палками, не жалея вас. Посадил на парту, и первое ваше слово было: мы не рабы. Рабы не мы. Учи советскую историю. Мы это проходили в школах. Вы были необразованы, и вас меняли, продавали на что-нибудь, на лекарства продавали. Много газет дореволюционных читал, там написано: меняю 2 русские семьи на 1 свинью, или там на 2 охотничьих собак, или щенков. У раба не может быть ни истории, ни государства. У тебя нет истории и ни государства. Где твоя Русская Республика? Твой язык искусственно придуманный хорватским монахом Дмитрием Крижаничем. Искусственный язык. Читай в Википедии, найдешь. Искусственные языки мира. И там на букве «Р» стоит русский язык. Твой русский язык. Наравне с гномами, там, эльфами. Так что знай свое место. Не учи казахов. И не лезь перед казахами. Если более-менее очеловечилась в Казахстане, это не значит, что ты можешь там какие-то права свои качать. Ты очеловечилась в Казахстане. Живешь в обычных домах. Это в России до сих пор, по-моему, 30-40% русских живут в землянках. До сих пор. А до революции жили 100% русские в землянках. Так что я в понедельник пишу в Генпрокуратуру и разбирайтесь сами там, как хотите. Все.